Со дня создания Национального олимпийского комитета Абхазии была разработана концепция его развития до 2024 года. В основном работа в организации ведется по двум направлениям – внутреннему и внешнему. Если говорить о внешних связях, то, как подчеркнул президент НОК Валерий Аршба, нашей стране пришлось столкнуться с большими трудностями. После многочисленных встреч и разговоров о сотрудничестве с представителями Олимпийского комитета России удалось достичь результатов. 2015 год к нам поступила бумага из международного отдела, что Олимпийский комитет России готов подписать с нами соглашение. И, назначили время, определили состав делегации, от президента письмо благодарственное и так далее. Все подготовили. И буквально за неделю до этого мероприятия разразился допинговый скандал. В результате подписания соглашения пришлось отложить, однако наряду с Олимпийским комитетом России велась работа и с комитетами Армении, Сирии, Таджикистана, Белоруссии и других стран. Но встречи проходили тяжело. Лишь в марте 2019 года Абхазии удалось подписать договор о сотрудничестве и взаимной помощи с Олимпийским комитетом Сирии. Я понимаю, и вы тоже прекрасно понимаете, то, кто спортом занимается, непризнанный Олимпийский комитет подписывает с одним из старейших членов Международного олимпийского комитета, они с 1948 года являются членами МОК. Подписав с нами, они подтвердили, что, большой международный договор в спортивном виде. И для нас это было, конечно, исторический момент. Валерий Аршба уверен, что к достижению целей Национального олимпийского комитета выбран правильный путь. На встрече, в частности, речь шла о получении абхазскими спортсменами лицензий для выступления на Олимпийских играх. Вот если наши федерации олимпийских видов спорта со своими, они смогут заключить договоры, то наши спортсмены, выступая от имени Международного совета спортивной федерации, они могут получить лицензию на виды игр. Получив лицензию, если у одного или у двоих, неважно сколько будет, если мы смогли бы это сделать, тогда мы можем снова написать Баху, что есть спортсмены, которые имеют лицензии, которые допущены к играм на Олимпийских играх в 2024 году. Тогда под олимпийским флагом наши спортсмены могут выступить на Олимпийских играх. По мере возможности НОК проводит спортивные мероприятия по различным видам спорта и в Абхазии. В рамках встречи говорили и о спортивной базе в селе Ишера. Как известно, значительную часть этой территории занимает кардиологический центр. Кардиологический центр. Потом, извините, что я так говорю, роддом, наверное, захотят. Потом, но не спорт. Это олимпийская наша база была. Когда Советский Союз развалился, эта олимпийская база была у нас на балансе. В планах Национального олимпийского комитета Абхазии провести в 2022 году спортивные игры с участием спортсменов из Южной Осетии, Приднестровья, Нагорного Карабаха, Луганска и Донецка. Гугуца, Вардания, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.